Прежде чем провакцинироваться от опасного вируса полиомиелита, нужно пройти медицинский осмотр. Маленьким пациентам измеряют температуру, слушают легкие, чтобы убедиться, препятствий для проведения прививки нет. Врачи отмечают, малышей прививать в разы легче, да и организм воспринимает препарат лучше. Пройдя осмотр и подтвердив, что мальчик полностью здоров, ребенку делают вакцину. Ну а чтобы Осман скорее перестал плакать, врач вручает ему воздушный шарик. Ежедневно в Карабулакской поликлинике прививается порядка 20 человек. Здесь делают все, чтобы малыши не капризничали. Например, наготове всегда игрушки. Но и это еще не все. Врачами была разработана памятка для родителей. В ней можно узнать о симптомах, видах и источниках заболевания. Выделяют 3 формы полиомиелита. В обративной форме это такое легкое течение, оно проходит как банальное ОРВИ. Там может быть лихорадка, повышение температуры, кашель, насморк, боли в животе могут быть, диарея. И диагностику мы проводим, естественно, с тем, что мы видим каждый день. Там банальные ОРВИ, тонзиллиты, и он проходит незаметно для нас. Через 2 недели ребенок выздоровел, и все. К профилактике полиомиелита здесь подготовились основательно. Пройти вакцинацию можно и на дому, в том случае, если семья проживает далеко от медучреждения. В поликлинике наготове выездные бригады и специальные переносные медсумки. Родители малышей такой подход ценят, поэтому и к вакцинам относятся положительно. У меня 5 детей. Всех я прививала с детства самого. Как рождались, сразу и в больнице, и в роддоме, и как по национальному календарю все прививки мы сделали. Сейчас у меня есть 3 старших, а 2 школьники. И я как-то довольна, не против прививок. И я советую всем мамочкам, родителям особенно, лучшая защита от всех болезней, от инфекций – это прививаться, обязательно прививаться. Врачи отмечают, необходимо продолжить защиту населения для создания коллективного иммунитета. Педиатр Фариза Мархиева вспоминает случай из медицинской практики, когда люди оставались инвалидами на всю жизнь, не имея возможности даже дышать самостоятельно. В Америке, по-моему, в 60-х годах, когда у них тоже пик был полиомиелита, они придумали такие кубы, в которых они просто лежат. Насколько я знаю, там один мужчина только сейчас остался, и он всю жизнь, с маленького возраста, он лежит в этом кубе, который за него дышит даже, потому что у него даже мышцы легочные, он не дышит сам. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в больнице есть в наличии. Препараты хранят строго по инструкции. Прививки обязательны и делаются детям 3-кратно с интервалом в 30 дней. В дальнейшем ребенку проводятся 3 ревакцинации. Противопоказания есть, но они чрезвычайно редки и определяет их только врач. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магас 24.